Итак, это радио «Крым Реалии», «Крымский вечер». Мы переходим к центральной теме нашего эфира. Поговорим вот о чем. Украина начала председательство на форуме ОБСЕ по безопасности и сотрудничеству. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на открытии первого пленарного заседания форума под председательством Украины очертил приоритеты работы в ближайшие 4 месяца. Итак, эти приоритеты: продолжающаяся российская агрессия, в частности ситуация в Черноморском и Азовском регионах, пандемия коронавируса, гибридные угрозы. Все это будет основными приоритетами украинского председательства на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности. Далее я процитирую господина Кулебу. Украина будет управлять форумом в сложный период продолжающейся российской агрессии против нее и во время глобальной пандемии. Это эпоха больших перемен. Мы будем искать возможности конструктивного реагирования, сказал Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что военно-политические аспекты конфликта на востоке Украины должны оставаться в фокусе внимания форума. Министр также представил приоритеты украинского председательства. О них я уже говорил. Да, я процитирую Дмитрия Кулебу далее. Прежде всего, хочу обратиться к сложному контексту безопасности в Черноморском и Азовском регионах. Она отмечается продолжающейся милитаризацией и препятствием международной навигации, сказал он, добавив, что в рамках форума будут представлены различные взгляды на эту проблему. Далее еще одна цитата. Вопрос глобальной пандемии коронавируса и ее влияния на вооруженные силы и роль последних в содействии правительствам в борьбе против угрозы. Мы должны рассмотреть возможное влияние этих мер на ситуацию с безопасностью, добавил он. Украина также планирует пристально следить за ситуацией с гибридными угрозами и их связью с современными способами ведения войны. Еще один аспект председательства будет посвящен регулированию деятельности частных военных компаний. Также будут рассматриваться проблематика военных учений, которые проходят вблизи границ и требуют особой транспарентности, то есть прозрачности. Кроме того, будет сделан акцент на вопросе легких вооружений и запасах боеприпасов, а также на тематике разминирования, что особенно релевантно в связи со сложной гуманитарной ситуацией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом мы поговорим. Начнем мы разговор с Григорием Перепелицей, профессором Института международных отношений и директором Института внешнеполитических исследований. Григорий Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, давайте поговорим об инструментарии, который может дать такая площадка, как форум безопасности ОБСЕ. Насколько вы считаете значимым тот факт, что Украина в ближайшие 4 месяца будет на нем председательствующим государством? Так, головування на цьому форумі дає можливості Україні висувати найбільш актуальні проблеми для її національної безпеки, але й не тільки для національної, а також регіональної безпеки. І сьогодні, як ми бачимо, міністр закордонних справ України пан Кулеба якраз ті основні виклики і загрози і представив у своїй доповіді при відкритті, власне, головування України на цьому форумі. Я думаю, вони найбільш актуальні. І в цьому сенсі члени, які знаходяться, вірніше, учасники ОБСЄ, які знаходяться, країни-учасники, які знаходяться в цьому регіоні, вони також відчувають ці загрози. Тому, безумовно, щоб підняти це на обговорення, є дуже важливо серед учасників цього форуму безпекового співробітництва ОБСЄ. Інша справа, наскільки це буде результативно. Тому що самі можливості ОБСЄ, вони дуже обмежені в цьому плані. Оскільки ОБСЄ з самого початку представляє собою певну платформу для обговорення найбільш актуальних безпекових проблем. І ці, власне, рекомендації, які виробляються в рамках ОБСЄ, вони, звісно, носять рекомендаційний характер. І це добра воля кожного учасника ОБСЄ приєднуватись до реалізації цих пропозицій і заходів, чи не приєднуватись. І оскільки це платформа для обговорення нагальних проблем європейської, власне, і регіональної, субрегіональної безпеки, то, відповідно, кожна країна має свої інтереси в цій ситуації.
І ці інтереси досить не співпадають. Це залежить також від впливовості тих країн, їх внеску, утримання ОБСЄ, утримання місії ОБСЄ. І якщо ми побачимо на це коло і проаналізуємо це коло тих проблем безпеки, з якими виступав пан Кулеба, то вони стосуються, перш за все, політики Росії, її агресії проти України, блокади в Чорному морі, з руйнуванням комплексу чорноморської безпеки, так. Але тим не менше Росія є дуже впливовою в ОБСЄ, і тому багато питань, які пов'язані, власне, які стосуються, чіпають її інтереси, вони, звісно, блокуються Росією. Тому оцей принцип нейтральності ОБСЄ, безумовно, що він заважає цій організації бути дуже ефективною. Вот об этом, да, об этом я хотел бы спросить, извините, что перебил. Вот в какой степени в этих условиях сможет Украина реализовать очерченные господином Кулебой приоритеты? И как в целом за последние 6 лет, по вашим наблюдениям, изменилась расстановка сил в Европе вот по вопросу российской агрессии против Украины? Как она менялась с 2014 года и к чему, с чем подходит Украина сейчас вот к этому моменту? Ну, з 2014 року ми бачимо, що Росія значно посилила свій вплив. І розстановка сил змінилась зараз, на жаль, на користь Росії в Європі. Оскільки Росія розв'язала гібридну війну не тільки проти України, а й проти Заходу, і ми бачимо це по Чорноморському регіоні, як вона фактично зламала той воєнний баланс, який склався в Чорноморському регіоні після закінчення Холодної війни, так і зараз займає абсолютно домінуючу позицію, я би сказав, панівну позицію в Чорноморському регіоні. Окрім того, Росія відверто готується до війни, до широкомасштабної війни із НАТО. І тому вона вийшла з договору про звичайні збройні сили в Європі, яким, до речі, опікувалася ОБСЄ. Так, зараз ми знаємо, денонсувала угоду про ліквідацію ракет меншої і середньої дальності і так далі. Вона фактично вийшла з тих режимів воєнної довіри, і підтримання яких саме і покладалось на ОБСЄ. Так, і це говорить, що Росія розв'язує собі руки, вона руйнує той режим контролю над озброєнням, який, власне, забезпечував мир і стабільність в Європі після закінчення Холодної війни. Наскільки ОБСЄ може вплинути на цю поведінку Росії? За 6 років ми побачили, що воно фактично ніякого впливу, суттєвого впливу на поведінку Росії не змогло спричинити. І це ми бачимо навіть по моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі. Так, коли російські війська, власне, не пускають місію ОБСЄ на ті, власне, позиції, де вони не бажають, щоб там моніторингова місія ОБСЄ була присутньою. Так, тому вони, власне, не дуже так зважають на цю організацію. Благодарю вас. Сьогодні не видно жодної організації, яка би зупинила ці російські провокації, в тому числі включно з ОБСЄ. Оскільки ОБСЄ фактично створювалося не для стримання агресії, а підтримання клімату безпеки в Європі, коли вже основне, власне, протистояння було в умовах біполярної системи, було демонтовано, і ОБСЄ в цій ситуації мало би утримувати цю постбіполярну безпеку. Але Росія її зламала сьогодні, і ОБСЄ, як і інші організації, вони безпорадні в цій новій ситуації.
Благодарю вас за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Григорий Перепелица, профессор Института международных отношений, директор Института внешнеполитических исследований. Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору присоединяется Юлий Несневич, российский политолог. Юлий, добрый вечер. Вам такой вопрос. Насколько, по вашему мнению, вот в нынешней ситуации, которая складывается, да, мы видим, что пандемия коронавируса, да, в самом разгаре, если можно так говорить, плюс экономический кризис как следствие. Вот насколько в этой ситуации Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта? Ну, сам по себе вопрос, как бы в самом вопросе есть ответ. Дело в том, что сегодня вопрос Украины, ну, для российской политики, особенно для внутренней, отошел совершенно на дальний фланг. На самом деле такого прямого интереса сегодня нет. Есть более острые вопросы, вот вы их сегодня назвали. И коронавирус, и самое главное, последствия — это экономика. Все остальные вопросы, к сожалению, отошли естественным образом на задний план. Хотя вот сегодня было заявление министра иностранных дел Лаврова. То есть какая-то реакция есть, но она, я еще раз говорю, она все-таки второго плана на самом деле. Ну, реакция может быть и второго плана, но эти вопросы все-таки могут быть связаны друг с другом, да. Например, в отношении России действует санкционный режим, да, и за действия на востоке Украины и за действия в Крыму. И понятно, что может возникнуть такое желание каким-то образом это экономическое давление ослабить. Или нет? Вот насколько в данный момент, по вашему мнению, Россия способна оставаться вот на прежних позициях по вопросам Донбасса и Крыма? Смотрите, то есть стремление ослабить давление, безусловно, есть. И это мы видим в целом ряде, так сказать, вещей, которые проявляются во внешнеполитических действиях. Ну, не секрет, что во многом то, что называется помощь России другим государствам, она подоплека имела, конечно, прорыв вот этого как бы санкционной блокады. Вот никто даже этого не скрывал, ни та, ни другая сторона. Но это не имеет, еще раз говорю, не имеет прямого отношения к тому, что происходит на Украине. Да, такая проблема существует для России, она ясна и понятна, но насколько я понимаю, наши руководители четко понимают, что, так сказать, решить этот вопрос сейчас, изменив ситуацию на Украине, политику на Украине, просто невозможно. Это не получится, потому что, во-первых, это нужно делать достаточно быстро, потому что экономика, так сказать, падает довольно быстрыми темпами, а политические вопросы с налета не решаются. Вопросы, так сказать, ситуации на Украине — это не тот вопрос, который можно решить там за 2-3 месяца, понимаете? В этом смысле вторично, понимаете? Не в том, что оно не имеет значения, а в том, что есть более оперативные задачи. Конечно, санкции помогло бы России. Кто с этим спорит, и, в общем, даже российское руководство, которое долго утверждало, что санкции вообще не сказались, сегодня это фактически признало, что санкции оказывают огромное влияние. Понимаете? Есть еще один вопрос, вот к решению которого страны Запада, да, ну и Украина в том числе, пытаются вот Россию каким-то образом подтолкнуть. Я говорю сейчас об обсуждении статуса Крыма. Официальная позиция России сейчас звучит так, что мы ничего обсуждать не будем, да, но по вашему мнению, что может все-таки привести Россию к площадке какой-то для обсуждения крымского вопроса? Думаю, что крымский вопрос — это вообще не вопрос, который имеет смысл обсуждать, потому что в этом смысле позиция России была давно заявлена, может быть, соглашаться или не соглашаться, это, так сказать, дело каждого, дело, так сказать, Украины, дело европейских стран, дело российского руководства, у каждого есть своя позиция. Но понятно, что позиция по Крыму — это вообще позиция, с которой никто не сдвинется. Вот, ну, в обозримом будущем, я бы так сказал. Ну, а по другим вопросам, ну, например, по ситуации с Азово-Черноморским регионом мы видим, как события разворачивались в Керченском проливе, как сейчас на украинском Приазовье, какая сложная ситуация, да, в связи с некоторым экономическим удушением этого региона, в связи с частичной блокадой портов украинских на Азовском море. В этом вопросе Россия может пойти на переговоры? Ну, в этом вопросе как раз тут могут быть сдвиги. Вот в этом вопросе могут быть сдвиги, потому что как бы, ну, напрямую, то есть мы прекрасно понимаем, что это, конечно, связано с Крымом, но это не напрямую от статуса Крыма. Там вопрос юридически согласования вот целого ряда юридических проблем, в которых, в общем, мне кажется, что даже при
той жесткой позиции по Крыму и с той, и с другой стороны, но компромиссы вот в этом вопросе, они вполне могут быть найдены. Вот это не бесперспективная задача. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Юлий Несневич, российский политолог. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню номер телефона. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Достаточно позвонить нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, можете дозвониться к нам по этому номеру. Звонки бесплатны, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Ну и вот о чем хотелось бы рассказать в продолжении нашего эфира. Сегодня состоялась онлайн-встреча глав дипломатических ведомств стран-участниц переговоров в нормандском формате. И у нас есть комментарий главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Он рассказал об итогах этой онлайн-встречи. Давайте послушаем. Сьогодні ми також приділили важливу увагу тим викликам, які створює пандемія коронавірусу для врегулювання і для безпеки і здоров'я громадян на окупованих територіях. Було наголошено неодноразово на тому, що спеціальні моніторингові місії ОБСЄ, а також Міжнародному комітету Червоного Хреста повинна бути забезпечена повна і беззастережна можливість мати доступ до окупованих територій і ефективно виконувати поставлені перед ними задачі. Також ми торкнулися питання соціально-економічного характеру, зокрема, яким чином отримуватимуться люди з окупованих територій, можуть отримувати пенсії. Я поінформував про ті заходи, які вжив уряд України для того, щоб люди з окупованих територій мали доступ до пенсії. І ми вкотре наголосили на тому, що ці питання мають вирішуватися відповідно до Мінських домовленостей виключно в правовому полі України. І це дуже важливий наголос – в правовому полі України. Ми досягнули домовленості про те, що тристороння контактна група має якнайшвидше обговорити деталі проголошення всеосяжного припинення вогню і визначити дату, з якої таке припинення вогню буде запроваджено. І, звісно, приділили ми увагу питанню обміну утримуваними особами, привітали обміни, які вже відбулися, але, безумовно, ми ще далекі від реалізації формули обмін всіх на всіх, тому потрібно рухатися вперед. Тут Росія і Україна мають продовжити взаємодіяти. І я окремо наголосив, скористався нагодою нашої нормандської розмови, на необхідності звільнення українців, яких утримують на території Російської Федерації, а також в окупованому Криму. Вечернее шоу. Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему разговору, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Далее мы продолжим наш разговор. С нами на связи Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Вот буквально только что мы послушали комментарий главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об итогах онлайн-встречи глав дипломатических ведомств стран-участниц переговоров в нормандском формате. И вот вопрос вам такой, да, возвращаясь к нормандскому формату. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что обсуждение Крыма в нормандском формате возможно, да, что он приложит к этому усилия. Вот как вы думаете, возможно ли включение Крыма в переговори, да, в нормандському форматі? На жаль, ні. Є така відома фраза, відома з всім шанувальникам творчості письменників Ільфа і Петрова, що згода є продукт повного погодження сторін. Тобто для того, щоб змінити формат, ну, власне, це треба змінювати Мінські домовленості, наскільки я розумію. І Крим – це окремий трек. Це, я думаю, усвідомлюють всі, незалежно від їхнього ставлення до конфлікту в Криму і, в конфлікту на Донбасі, незалежно від ставлення до
анексії і окупації Криму. Тому обіцянка Володимира Зеленського в даному випадку, даруйте, дуже мало важить, хоч як би прикро це не усвідомлювати. Я хочу нагадати, що, власне, тема обміну полонених, а вона в цьому контексті насамперед з'являється тих, хто був затриманий в Криму, їх, нагадаю, кілька десятків, тих, хто перебуває, громадяни України в російських в'язницях, вона також не знаходить свого відображення в останніх обмінах. Мгм. А по вашему мнению, почему до сих пор не найден тогда подходящий формат, вот если в рамках, да, нормандского формата вопрос Крыма рассмотреть не получится, а есть ли возможность найти какой-то другой формат, какую-то другую конфигурацию для обсуждения крымского вопроса и разговора с Россией, да, по поводу Крыма? Причина очевидна. Росія ухвалила протизаконне рішення про включення Криму до свого складу. Тобто там створена структура влади Російської Федерації, відповідно, різноманітні атрибути влади. А бандитські республіки Донбасу, вони сіра зона, вони ніким не визнані. Тобто тому про них можна говорити як про об'єкт. А Крим Росія сприймає як свою територію, ігноруючи резолюції Генеральної асамблеї ООН. І, відповідно, зрозуміло, що в політичній сфері початок розмов про те, що Росія піде з Криму, це, страшний сон режиму Володимира Путіна. Ну, сны разные, да, бывают. Вот давайте поговорим о реальности, в которой сейчас находится, в том числе и Россия. Я сейчас говорю о пандемии коронавируса и экономическом кризисе, который очень сильно сейчас на России отражается. Вот по вашему мнению, насколько велика вероятность того, что расклад сил, а значит и переговорные позиции, могут измениться после выхода из пандемии и экономического кризиса? Судячи з того, що з'явився документ так званої міжнародної кризової групи, де пропонують послаблювати санкції проти Росії, судячи з того, що Росія бореться за скасування санкцій і в Генеральній асамблеї ООН, і на різних інших міжнародних майданчиках, то думаю, що вона достатньо послідовна в своєму небажанні йти на компроміси в цьому питанні. Це раз. Друге, наскільки я можу судити, а я не перший рік спостерігаю за російською пропагандистською машиною, то витрати на оборону та витрати на пропаганду, щоб не писали там Сімоньян і всі інші, вони будуть останніми сферами російського бюджету, які будуть піддані секвестру чи будь-якому іншому скороченню. Тому я думаю, що це ситуація достатньо, знаєте, тупікова для світової спільноти, бо справді складно боротися з державою, яка має ядерний арсенал, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Тобто є такі, знаєте, атрибути, які дозволяють Росії, якщо не всім диктувати власну волю, то ігнорувати досить часто бачення світової спільноти. Чем может быть опасна такая ситуация? Це небезпечно тим, що, власне, і Крим, і Донбас, і це вже не сни, а реалії, вони все далі і далі віддаляються від України в суспільно-політичній, в ідеологічній сферах. Тобто реінтеграція цих українських територій, в мене немає сумнівів, що вона відбудеться за нашого життя, вона потребуватиме більших зусиль, не так матеріальних, як більш креативних підходів, більш, якщо хочете, нелінійних рішень для донесення переваг перебування в складі України.
Но ведь вопрос Донбасса и вопрос Крыма — это проблема не только Украины. Многие аналитики, эксперты говорят о том, что это проблема вообще для Европы в целом, да, для многих государств. И по вашему мнению, по вашему наблюдению, как в целом за последние 6 лет, вот я вам также этот хочу вопрос задать, как меняется поддержка Украины на международной арене, да, среди европейских государств в частности, и поможет ли как-то укрепить позиции Украины тот факт, что она сейчас и следующие 4 месяца будет, например, председательствовать на форуме по безопасности ОБСЄ? Я б не абсолютизував ОБСЄ взагалі як організацію, хоча віддав належне слідом за міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, фахівцям з спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка, до речі, не має доступу до Криму. Вона має представництво не лише на Донбасі, а в різних регіонах України, але не має доступу до Криму. І це теж факт, і факт достатньо показовий. Я, на жаль, не вважаю, що за 4 наступних місяці Україна зможе добитися доступу СММ ОБСЄ до Криму. Я не вважаю, що Україна зможе добитися чогось більшого, ніж, відповідно, скажімо, якоїсь резолюції парламентської асамблеї ОБСЄ на цю тему. Що стосується підтримки європейськими країнами, то я не буду оригінальним і згадаю одну фразу, яку приписують різним британським прем'єрам, про те, що немає постійних союзників, є постійні державні інтереси. Я скажу так, що доки існує Європейський Союз, як найбільше в світі об'єднання демократичних цінностей, прав і свобод, позиція стосовно Криму переважної більшості європейських країн і Сполучених Штатів і Канади, які теж є членами ОБСЄ, до речі, вона буде достатньо послідовна. Я не виключаю якихось змін маневрів позицій окремих європейських держав, але це буде хіба що виключення, яке підтверджує право. Я вважаю, що в нинішній системі після 2014 року жодна європейська держава, яка піклується про своє майбутнє, вона не наважиться визнати анексію Криму для того, щоб не стати жертвою відповідного прецеденту. Благодарю вас за комментарий. Напомню, что беседовали мы, с нами на связи был Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики. Мы продолжаем эфир. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться, 8 800 10 06 926. Звоните к нам. Звонки на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Ну и как и то, что вас гарантированно услышат в Крыму. 8 800 10 06 926. Продолжим через несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню еще раз номера телефонов: 8 800 10 06 926 для тех, кто слышит нас в Крыму, для тех, кто слышит нас в России. Тоже по этому номеру можно дозвониться из соседней России. Ну и с материковой части Украины можно дозвониться к нам в эфир: 044 490 29 05. Мы продолжаем эфир, и с нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Рифат ага, добрый вечер. Добрый вечер, народный депутат Украины предыдущего созыва, да, прошу прощения. Так вот, вопрос к вам такой, по вашему мнению. Во-первых, почему не получается вынести Крым на обсуждение в рамках нормандского формата? Мы об этом говорили с нашими предыдущими собеседниками, но с вами также хотелось бы проговорить этот вопрос и узнать ваше мнение. Почему в рамках нормандского формата не получается вывести Россию на разговор по Крыму? Но если попытаться очень упрощенно ответить на ваш вопрос, то это очевидно отсутствие политической воли у глав
держав, входящих в нормандскую четверку. Ну, понятно, что здесь мы говорим о двух государствах, прежде всего о Франции и Германии, поскольку у нас, у Украины, у третьей стороны нормандской четверки воля есть, а четвертая сторона, Россия, является страной-агрессором. Разумеется, если бы Франция и Германия ставили бы целью как можно в короткое время любыми правовыми механизмами остановить российскую агрессию, то тогда бы нормандская четверка и ее работа увенчались бы успехом. Вернее, она не была бы нормандской четверкой, потому что Россия бы из такого формата немедленно бы вышла. Мы продолжаем эфир. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Я еще раз напомню номер телефона 8 800 10 06 926. А, нет звонка, да? Сорвался звонок. Я еще раз напомню. 8 800 10 06 926. Если это были вы можете еще раз попробовать к нам дозвониться. Я напомню, что мы беседуем с Рифатом Чубаровым. Рифат ага, по вашему мнению, исчерпаны ли на данный момент все возможности попыток к мирному диалогу с Россией по крымскому вопросу? Ну, понятно, что акт агрессии уже произошел в 2014 году, но неоднократно заявляли, в том числе и лидеры Меджлиса крымско-татарского народа, что Крым будет возвращен ненасильственным путем. Вот по вашему мнению, исчерпаны ли все инструменты для возможных переговоров? Ну, смотрите, никто ведь не отвергает мирные переговоры, но при этом надо быть откровенно искренним и сказать, что никто и не должен позволять себе эти мирные переговоры, но использовать в качестве имитации решения вопроса. И поэтому нет, мирные переговоры не исчерпаны при условии, если бы применялись бы более жесткие меры, стимулирующие страну-агрессора придерживаться международного права, если хотите, возвратиться в рамки международного права. По вашему мнению, вот какие меры необходимо применить к России или в каких обстоятельствах должна оказаться Россия, чтобы она все-таки начала диалог по поводу Крыма? В прошлом году, когда я еще был членом национальной делегации, национальной делегации парламента Украины в парламентской ассамблее ОБСЕ, я несколько раз имел возможность выступать со своими предложениями, которые, разумеется, предварительно были обсуждены с моими коллегами, другими народными депутатами Украины. И эти предложения сводились к тому, что международные организации, в которых и Украина, и Россия являются членами, добровольными, заметьте, членами, и они, вступая в эти организации, добровольно брали на себя те или иные обязанности, которые определены как принципы этих организаций, в частности ОБСЕ и Совет Европы. Так вот, эти международные организации должны прежде всего добиваться соблюдения своих уставных документов. И вот, говоря об этом, я привел в качестве примера недопустимого возвращения полномочий российской делегации в Совете Европы. Для ОБСЕ я назвал неприемлемым тогда, когда сама организация, которая в июне 2014 года в связи с оккупацией Крыма Россией приняла декларацию, и в ней она записала, что Россия с вторжением на украинские земли нарушила все 10 принципов, на которых базируется ОБСЕ, и эта организация не может добиваться исполнения собственных решений. В частности, решение о создании специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Вы знаете, что эта миссия была создана решением ОБСЕ 21 марта
2014 года, и она имеет мандат посещать все регионы Украины без исключения. Однако, как вы знаете, что Российская Федерация, как член ОБСЕ, не допускает специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на территории оккупированного Крыма. Вот буквально перед тем, как вы мне позвонили, я прочитал новость с ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что на встрече глав МИД стран Нормандской четверки, это сегодняшняя встреча виртуальная, была подчеркнута необходимость обеспечения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста неограниченного доступа к оккупированным территориям Украины. Точка. Тут не говорится о том, что Крым нельзя. Но я могу предположить, к великому сожалению, что российская сторона не пустит специальную мониторинговую миссию ее наблюдателей на территорию оккупированного Россией Крыма, а ОБСЕ в очередной раз промолчит о таком брутальном нарушении ею же принятых решений одним из членов ОБСЕ, в частности России. А что не дает ОБСЕ в этом вопросе занять принципиальную позицию? И вот потребовать, да, хотя бы официального отказа, я не знаю. Мы с чего начали отсутствие политической воли, потому что часть государств, которые... Вообще мы должны признать о том, что практически все международные организации, которые призваны упреждать конфликты, которые призваны в случае возникновения этих конфликтов способствовать их разрешению, которые призваны своим созданием обеспечивать мирные взаимоотношения между государствами, защищать принципы суверенности, коллективных прав народов. Эти организации, я здесь, конечно, говорю о Организации Объединенных Наций. Я не хочу здесь долго углубляться, я не открываю Америку. Здесь есть достаточно много критических моментов в их развитии, и все это обосновывается тем, что в определенных ситуациях существующие правовые механизмы не позволяют этим организациям принимать эффективные решения. Если мы говорим о ООН, то вы знаете, на Совете Безопасности есть принцип вето постоянных членов, а их всего 5. И Россия является постоянным членом Совета Безопасности, и будь какое решение, которое ей не нравится, получает вето со стороны России. Вот, скажем, решение Международного суда ООН, которым России прямо указано, чтобы она отменила решение о запрете меджлиса крымско-татарского народа, о том, чтобы Россия отменила запрет на свободный выезд руководителей и членов меджлиса крымско-татарского народа в Крым и из Крыма. Это решение не выполняется. Для того, чтобы ее заставить Россию выполнить, должно быть решение Совета Безопасности, которым должна Россия обязана выполнять решение Международного суда. Абсурд, но так выписаны все их правила. Но понятно, что на заседании Совета Безопасности Россия не проголосует, вернее, наложит вето на подобное предложение. И поэтому само заседание Совета Безопасности, которое бы рассмотрело эту ситуацию, для меня представляется фантастической. И возвращаемся к ОБСЕ. А там есть принцип консенсуса. Дело в том, что решения, которые принимаются парламентской ассамблеей ОБСЕ, они могут быть проголосованы большинством, но практическое воплощение решений начинается с момента принятия исполнительными органами ОБСЕ, в частности, Советом министров ОБСЕ, а там решение принимается консенсусом. Россия не будет голосовать на этом исполнительном органе за то, чтобы допустить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на территории оккупированного Крыма. Хотя само решение парламентской ассамблеей принято. У нас буквально 4 минуты остается до завершения эфира, и к нам дозвонился радиослушатель. Добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый вечер, господин Макушин. Можно говорить? Да. Спасибо.
Господин Макушин, хочу вам напомнить, есть такая поговорка. Если гора не идет к Магомету, Магомед сам идет к горе. Так вот, по поводу ОБСЕ. Если ОБСЕ бы действительно хотел бы получить информацию из Крыма, тогда послал бы это делать через Москву. Зная, что Москва там сейчас все решает в Крыму. Они пытаются тупо пролезть через Киев. Спасибо за ответ. Спасибо за то, что нам дозвонились. Я передаю слово Рифату Чубарову. Рифат ага, объясните, пожалуйста, почему ОБСЕ пытается в Крым зайти через Киев? Ваш слушатель не представился, я не знаю, как к нему обратиться, но, в принципе, он тупо повторил то, что мы слышим на международных площадках от официальных представителей России. Бандит, который разрушил всю конструкцию международного права, которая так долго и сложно выстраивалась весь послевоенный период, разрушив эту конструкцию, теперь предлагает о том, чтобы международные организации следовали тем правилам, которые этот бандит устанавливает. А если говорить проще, почему ОБСЕ, как и другие международные организации, не могут воспользоваться предложением Кремля? Кремль очень часто отвечает, говорит, да, вы хотите попасть в Крым, пожалуйста, никаких проблем. Москва, Смоленская площадь, Министерство иностранных дел России, вы получаете разрешение Москвы и въезжаете в Крым через территорию, собственно, самой России. Но вы же понимаете, что это будет как бы признание вот того преступно Россией измененного порядка. Это будет признание, собственно, попытки аннексии Крыма Москвой. Поэтому то, что сказал ваш слушатель, это все прекрасно понимается международным сообществом, оно никогда таким советом не воспользуется. Я бы предложил вашему слушателю, если он еще слушает, представить себе гипотетически, не дай бог, конечно, такую ситуацию, что некие бандиты напали на его дом, забрали его полностью, и тогда, когда он говорит о том, что он хотел бы все-таки зайти во двор и посмотреть, что там происходит, ему бы предложили бы подписать документы, под которыми он ставит согласие в том, что этот дом ему не принадлежит. Москва бандитская, предложение Москвы, оно абсолютно бандитское, и оно не будет принято международным сообществом. Благодарю вас за комментарий и за разъяснение для нашего постоянного слушателя. Напомню, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Я благодарю всех наших радиослушателей. Оставайтесь далее с нами. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин сегодня работал у микрофона. Напомню, что слышать нас можно в Крыму на средних волнах на частоте 648 АМ, в FM-диапазоне на отметке 105,9 и в сети интернет на сайте Крым Реалии, а также на наших каналах в YouTube и Facebook. Подписывайтесь. Всем пока.